Всем привет, на канале Pixel, снова футбольный менеджер 2015 года. Я главный тренер футбольного клуба КамАЗ Данил Давлечин. И сегодня у нас дерби с Нефтехимки. И против таких парней. Максим Будников, Максим Федосеев. Где-то слышал этого паренька. Федосеев, Рубин 2. Кто еще есть? В общем, давайте приступим к матчу. Посмотрим, как наши будут играть перед выбором состава. Так, прогнозируемый состав. Дриблинг, завершение 5-12. Выбор состава будем играть вот по такой схеме. 3-1 опорник, 1 центральный полузащитник, 2 диспетчера. Это же диспетчер? Нет. Крайний полузащитник, 2 крайних полузащитника, 1 выдвинутый центральный полузащитник, диспетчер. И вот так в атаке играем. Чистый форвард и скоростной нападающий София. Скорость должна его позволять. Чистый форвард. Ну, надеемся, мы хотя бы забьем в этом матче. Утверждаю состав. Команда разменяется, пожалуйста, подождите. Нефтехимки и КамАЗ равноценные команды. Я считаю, что наиболее вероятный результат станет ничьей. Ну, посмотрим. Любимик болельщиков Андрей. Тренер, что ли? Возглавил команду в феврале 2010 года и занимает этот пост 5 лет. Нынешний менеджер Данил Давлечин возглавил команду КамАЗ в 2014 году. Занимает пост 5 недель. 5 недель мы занимаем этот пост. И это, кстати, первый тур чемпионата. Так, нас тут спрашивают. В сегодняшнем заявке на матч есть несколько сюрпризов, чем они вызваны. Скажем уверенно, один игрок, скажем вот так. Нет, еще что-то хочет спросить. Как сильно отразится отсутствие? Ну, не знаю, как оно отразится. Так, в первую очередь мы думаем о своей игре. Ну, что еще-то? Как вы считаете, сможете ли команда КамАЗ начать сезон с победы? Я считаю, что команда так у них кто у них в защите играет? Алексей Куликов, пик-отбор. Куликов, молодой защитник центральный. Тарасюк играет какой-то. И еще один молодой. Но, в принципе, надо, наверное, давить на фланге. Никого не будем тут опекать, так скажем. Желаю вам удачи. Страстно верю. Я вас верю. Так, инструкции.
играть через фланги. Через делать фланги, играть через фланги. Давайте, парни, играйте через фланги и... Так. КамАЗ разыгрывает. Так. Звук. Ладно, пускай будет звук. Надеюсь, меня будет слышно. Чё ты падаешь-то? Именно в офсайде. КамАЗ опускается на 4-ю строчку. Вот так. Навес. И нефтехимик выбивает. Вот подкат защитника нашего. Шайдулину. Шайдулин на правый фланг. На левый фланг. Центр. Пименов. Пименов бьет прям в игрока. Неточный пас. Давай, подхватишь. Навес. Удар. Перекладин. Как так можно было попасть? 2-3 метров перекладин. 28 минута, 29, 30. Ладно. Ладно, там побеждает. Давай, забивай гол. Сафин забивает гол. КамАЗ поднимается на 3-ю строчку. Руслан Сафин забивает первый свой мяч в чемпионате. Отлично сыграл. Ментинов какой-то. Артур, в общем, сыграл защитник. Отличный пас дал, но там защитник, конечно, Химки, нефтехимок. Ложанули. Так, наши дела идут неплохо, но я... Да, на поле играйте. Нам скажем страшно, наши дела идут хорошо, но я знаю, что вы можете еще лучше. Сыграли не так уж плохо. Контратакуйте, гибкие инструкции. Вот так, продолжим играть. Второй тайм. Нефтехимки разыгрывают. Защитник пинает прям до наших защитников. Неточный пас. Денис Тяжалов пробивает штрафной мимо ворот. Сейчас нефтехимки пробивали тоже мимо ворот. Тарасюк. Ну давайте прессингуйте. Ну конечно, такой легкий гол. Пердник забивает наши ворота. Да. Ладно. Главное не проиграть в этом матче. Навес. Именно суетится, выбивает в аут. У нас получили травму, сейчас заменим. Полное действие инструкции.
Сафронов получил травму. Вместо него выйдет Вдовиченко. Вдовиченко, уходи. Подтвердить, скажем. Я в тебя верю, выходи на поле и переломи ход игры. 62-я минута матча. Вратарь выбивает мяч к центру поля. Чижалов. Как тебя там зовут-то? Ну-ка сейчас. Чижалов. Ай, Пименов подбирать мяч. Ну, Сафин, давай, лупи, блин. Не прям вратаря же. Что будет замена? Нет. Вдовиченко вышел. 64-я минута матча. Наш атакует, навес. Удар, гол. Нет, не гол. Еще один навес, там никого нет. Химки контратакуют, пытаются развить атаку, и тут сейчас будет гол. Нет, нет. Шайдулин выносит мяч в аут. Молодец, Шайдулин. Офсайд, штрафной удар, мимо ворот. 71-я минута матча. Давайте сделаем пару замен. Выпустим на фланг кого-нибудь. На правый фланг выпустим Артура. Артура, короче. Артур. А на левый фланг. На левый фланг никого. Так, посмотрим, кто у нас тут устал. Кондиции. Опорник. Опорник подустал. Заменим его на этого. 27-летнего Артема. Скажем, что я в тебя верю. Выходи, переломи ход встречи. Забивайте гол кто-нибудь. Забивайте уже. И Химки опять атакуют. Навес, удар, гол. Нарушение. Ну как так-то? Что там вообще было-то? Сейчас будут пробивать пенальти. Тарасюк против Расимова. Удар, гол. Опа, нет. Вратарь красавчик. Ну блин, наши даже не подбирают мяч. Тупорылый. У нас игрок получает травму опять. Давай еще раз. Пас ему, пас. Удар. Прям вратарю в руки. Вроде там кто-то травму получил. Травму кто-то получил. Или нет? Видимо, это не у нас. Видимо, матч так и закончится 1-1. Это меня радует. Видимо, ну давайте, не забивайте. Вратарь, ну блин. Вот вратарь поймать в руки мяч не может. Такой пинок слабенький. Давайте заменим кого-нибудь. Наш. Слишком уж прижались. Так, вот этого заменим.
сможешь показать. Отдать. 86-я минута матча. На замену. Жалко, что вот эти таблички нельзя отключить, они мешают смотреть матч. Ну, давайте покатайте мяч. Ну, блин, даже принять не можете. Эти паренные игроков. Страстно скажем. Успокойтесь, сконцентрируйтесь. Сконцентрируйте. Давай, Сафин, догоняй мяч. Сафин, не тормози, давай, играй. Куда ты лучше? Давайте еще что-нибудь парем. Креатив, сконцентрируйтесь сейчас, принять изменения. Ну блин, ты что делаешь-то? Хмезянов. Аймит Тинов. Что, удаление или что, зависло все? Панцурин. Пробивает прям в голову. Офсайд. Своего, видимо, попал. Дойченко тоже офсайд. И матч заканчивается, я так думаю. Все, матч закончился. Поздравляю меня с ничьей. Ставим лайки. Ставим. Ну давайте, все, матч окончен. Итоговый счет 1-1. Скажем ребятам, что они типа молодцы. Сегодня нам просто не повезло. Ну, конечно, нам не повезло. Я доволен игрой, которую вы показали. Ну, давайте страстно скажем, я доволен игрой, которую вы показали. Хотя я не так уж доволен, потому что можно было бы и больше забивать. Так, нефтехимик 12-1, равная игра почти. В створ 5-2 наши мазилы. Владение мячом у нас больше и фолов поровну. Да, равная игра, лучший игрок. Их не нападающий или кто? Их не опорный. Полузащитник. Ключевые игроки Пименов. 6,7. КамАЗ на 4-м месте, 1 очко. Первое место Лада. Выйти из матча. Итак, матчи закончились с таким вот счетом. Волга выиграла у Челябинска, Динамо Киров, Зенит Ижевск 1-1, Лада разгромила Спартак Йошкар-Ола и нефтехимик КамАЗ 1-1. Вы видели этот матч. Носта Сызрань 2003 выиграла у Носты. В общем, что тут пишет нам Павел Сафронов. 6-7 недель. Пройти к врачу. Сафин дебютировал. Пресс-конференция. Поехали. Так. Ну, в общем, все. Спасибо за просмотр. Следующий матч у нас встреча КамАЗа. Следующий матч у нас с Челябинском. Рубин 2 потом. Рубин 2, наверное, я вам покажу. С Челябинском я сыграю. Ну, Челябинск тоже такая команда рядом с... Ну, Рубин 2 я вам покажу. Челябинск я сыграю сам. Все, спасибо за просмотр и до свидания.